Паважаныя сябры, кожны з нас нясе свой крыж кожны дзень. Камусьці, наступны дзень прыносіць аблягчэнне, камусьці наадварот, пагаршэнне. Не магу не адзначыць, што украінскія збройныя сілы паспяхова змагаюцца на дадзеным этапе з фашысцкай Расеяй. Дай Бог, чтоб і далей было так. І вельмі трапна, вельмі моцна разбіваюць комплекс ВПК. Вось, в Волгаградзе прыляцела 2 фламінга па ваеннаму заводу. Абвастраецца паліўны крызіс. Украінскія дроны люты далецелі да Уфы, ударылі па нафтахіму. Вельмі прыемна глядзець на гэтыя кадры. Ну і чакаем падобныя карцінкі з горада Омска, дзе знаходзіцца той нафтаперапрацоўчы завод, які астаўся з крупных. Слава Украіне! Конечно же, жыве Беларусь! Жадаю, каб усе, э, хто ваюе, павярнуліся домой з пабедай, перамогай. Сябры, так, хачу запытацца, ці як меня чутно? Гуку дайте, гук. Так, сябры дал гук. Дайте, калі ласачка, обратку. Да, я постоянно туплю, постоянно туплю. Старость не радость. Вось, уключыў мікрафон. Дайте мне абратачку. 28 чалавек нас глядзіць. Футбік не глядзім. Не глядзім мы футбік. У нас тут свой футбік. Зараз добра, окей. Усё, тады, паважанае спадарства, бачыце на экране. Лукашенко выпусціў людзей з-за кратаў. Ну, типа памілаваў, да, як гэта ён называе. Як бы там ні было, гэта добрая навіна. Вось, я шчыра спадзяюся, што самыя цяжкія выпрабаванні ў гэтых людзей засталіся ўжо за спінай. Вось, жадаю вам аднавіць здароўе, вяртайцеся да жыцця, атрымоўваеце асалоду ад сустрэч, ад кантакту са сваімі блізкімі. Вось, там указана, што яны падпісалі памілаванне. Я ніколі не асуджаю людзей, якія падпісалі сваё рашэнне ад памілавання, таму што лёгка разважаць пра гэта, асабліва тым, хто не быў там у турме. Вось, хто не прайшоў. Я лічу, што кожны сам вырашае, што яму важней: аставацца за кратамі, да, ці атрымаць шанец выйти на волю. Тым больш я зараз наўпрост перакананы, што тым людзям, якія, большасць з іх трапіла праз веру, праз сваі там выпадковыя нейкія рэчы, даже не думайце, тут всё згніла дотла, таму выбірайцеся адтуль любымі шляхамі. Вось, а тыя, хто змагары, а змагары стаяць да канца заўсёды. Тут тоже ж таварышы ёсць, которых вызваліў Трамп. Вось, і яны незадаволеныя тым, што ідзе. Прыехалі, кажуць: «Не, што-то выгарала грамадства за 6 год. Ну, не трэба санкцыі ніякія здымаць». Вось. Я магу толькі заўважыць такім таварышам: так вы верніцеся, гэта ж не складана. Пакажыце ўзор гераізма. Вось. Пасядзіце яшчэ, бо той, хто захацеў, ён проста не пайшоў сюды, в Літву, застаўся на мяжы, і всё. Вы так зрабіце. Ну. Вось. Тым, хто, сябры, цяпер думае пра эміграцыю, я бы параіў паглядзець вельмі цвяроза, ацэніць сітуацыю. Не трэба думаць, што за мяжой вас аўтаматычна чакае падтрымка і справядлівасць. Ужо шмат гісторый мы бачым тут, і вы бачыце, тыя, хто ў Беларусі, хто прыехаў, і вы бачыце, як людзі, якія прайшлі праз турму, сутыкаюцца з сур'ёзнымі праблемамі ўжо тут, у эміграцыі. Вось, гэта гісторыя і Аляксандра Краўчука, да, і Андрэя Новікава, і шмат іншых. І Зміцер Скіндараў, і там Балкунец. Тут такое тварыцца, што ого-го-го-го. Насчёт Кравчука, да?
Чалавек адсядзеў у турме без нагі, вось, прыйшоў, з ім там заключылі там дагавор, падарожнікі лекавіты, вось. А потым ён прыйшоў ка мне на эфір, і ўсё, его пазбавілі дапамогі, вы ўяўляеце? Вось, за тое, што ён нібыта, распавёў, э, пра тое, як яго лікуюць. Насамрэч яго, ну, амаль не лікавалі. Паўгады мурыжылі, пачалі рабіць толькі стаматалогію і, прекратілі. Вось. Карацей, выпадкі, калі людзі крытыкуюць дым-сілы, а потым за гэта прыходзіць адплата. Вось, напрыклад, з кінзераў, да, яго прызналі, небяспекай, літоўскай дзяржавы. Вось. І што я вам скажу, сябры, нашы дым-сілы не маюць, прабачце за тавталогію, сілавой структуры, таму яны не могуць кідаць у вязніцы, не могуць там высылаць аўтазакі. Вось. Ну, яны ведаюць, у іх ёсць знакомыя, у многіх яшчэ з там з савецкіх часоў лукашэнкаўскіх, да, еўрачыноўнікаў ведаюць, вялікую колькасць. Яны звязаны з еўрачыноўнікамі, цьмянымі, фінансавай дапамогай дым-сілам, дзе няма ніякіх справаздач. І яны ўсе ўмесце тут, такі, зарганізаваны, я так думаю, да, клубочак, ось, зарабляюць грошы. Вось, і таму яны, канешне, када ім наступаюць на, хвост, яны пачынаюць супраціўляцца. Гэта ж стаяць, як кажуць, за сваё, так? Таму, шаноўнае спадарства, хто вярнуўся, з турмы, каго там Лукашенко нібыта памілаваў, беражыце сябе. Не нужно ідэалізаваць ніводны бок, ні той, ні той. Думайце сваёй галавой. Вось. Ну, что я жадаю вам? Подумайте добра. Я вам скажу, што вы нікому не патрэбны апроч, саміх сабе. Ну і крышачку патрэбны, дым-сілам тут, каб на вас прасіць грошы, а якіх большасць з вас, канешне же, не ўбачыць. Вось. Таму што зубы вставяць не вам, зубы вставяць і палечаць тых, хто ім патрэбны. Медыйных там всякіх лідараў прафсаюзаў, ну, а пра гэта мы, пагаворым, ніжэй. Вось. І зараз я, запрашаю далучацца да нашай і праграмы спадарыню Алесю Пархоменка. Алеся, вітаю. Вітаю, вітаю усіх. Так, ну што, як вы М, пракаментуеце, паважаная пані, тое, што, здарылася з тым, што Лукашенко нібыта зноў паказаў сваё вялікае сэрца, там у Наўцілуса, памятаеце, «Сделай моё мгм. сердце большим», и вот его сердце зрабілася вялікім, адпусціў ён людзей. Што вы думаеце пра что вот этим людям рабіць, которые там экстремисты, ехать им сюды, не ехать, как им ратоваться? Потому что и там, я вам скажу, жыцця как бы нет, да. Я вось уже как бы это, ну, понимаю, да, что с іншага боку я думаю, блин, а может, если б я и остался, и меня б не посадили, ну, жил бы как-то там на коленях, ползал бы, но главное, чтобы не посадили, потому что посадить это такое себе. Здесь трудно сделать какие-то определенные выводы, потому что, во-первых, ну, давайте начнем с того, что вот эта позиция режима, которая не показывает, кого она освобождает, кто эти люди, м, мы в принципе не понимаем. Может быть, их там и нету политзаключенных, но, скорее всего, это люди, которые были на химии, и которым оставались маленькие сроки. И, ну, это не сейчас ну, не информация, Вообще не которую я важно, знаю, я вообще не важно. предполагаю, да. Ну, это не важно, да, но само поведение, как это происходит, а, ну, я, конечно же, не могу давать советы людям, которые выходят на свободу. Мы, конечно, радуемся, что они выходят, хотя сама радость это звучит, когда люди освобождаются, невинные люди, которые, в принципе, не должны были бы там быть. Ну, такое какое-то состояние, ну, непонятно. Да, мы рады, что они освободились, но мы, в принципе, не понимаем, почему они освободились, почему они вообще там были.
И, конечно же, ну, как можно дать совет человеку, которого, в принципе, мы не знаем, ну, там, сейчас кто это, да, у него там дети, у него семья, может быть, у него есть возможность уехать или нету возможности уехать. А, Абсолютно нет, ну да, я полностью согласна, что нужно думать не сейчас исключительно про себя этим людям, а, и адаптироваться к той ситуации, в которой они окажутся после того, как они освободятся. Да, если не будет возможности найти работу, ну, понятно, что если эти люди будет ситуация, когда у них будет заблокирован банковский счет, и их не будут принимать с работы, у них, ну, другого выхода не останется, как только искать возможности, куда уехать, чтобы заработать себе на жизнь. Вот, поэтому, ну, это все в общих чертах, конечно, трудно сказать, потому что ситуации разные бывают абсолютно. Ну хорошо, Олеся, а ось такое пытанне. Скажыце, калі ласка, а што вот вы думаеце, як гэта ўспрымаць? То бок, гэта станоўча ўвогуле, што людзі выходзяць з турмы, ці пускай бы яны б сядзелі, ціпа, галоўнае ж санкцыі, надо ж Лукашенка дажымаць да канца, ну, ці якісь некаторыя высказыванні. Гэта гандаль людзьмі, ось. Не трэба М, з Лукашенка дамаўляцца, Не, ну, ціпа, пасядзім там яшчэ. нет, я вообще в этой ситуации на стороне исключительно людей, потому что жизнь у всех одна, и чем больше людей выйдет на свободу, тем лучше. Я не буду сейчас спорить с теми людьми про санкции. Это для меня санкции это не то, ради чего вообще, в принципе, должно это все было. М, Потому что видим, что в течение 6 лет оно не сработало. И что дальше? Ну, как бы с чем оставаться сейчас? У меня только моя позиция, чтобы как можно больше людей выходило и быстрее. И потому что, ну, мы все видим, в каком состоянии люди выходят, и сколько еще таких людей, которых мы не знаем, сколько их там находится в тюрьмах. Леся, а я И ось вам задам такое Мгм. пытанне, якое я не думаў задаваць, а вы мне зараз вось яго навеялі. А Мгм. як вы лічыце, вось людзі, у тым ліку і я, ну не, я-то не, я свядомы быў, я ведаў. Людзі, якія паверылі ў рэвалюцыю, паверылі дэмсілам, якія э, пашлі ў турмы, якія выхадзілі на пратэсты праз заклікі з-за мяжы, то бок все з'ехалі, да, іх заклікалі, выходзьце там, яны селі. Ось скажыце, за гэта, ну, у вашым разуменні варта было сядзець, улічваючы агульную карціну, якая зараз ёсць. Вы самі сказалі, за 6 год нічога, за 20 год з такой апазіцыі нічога за 500 не зменіцца. Ці варта было за гэта сядзець? Нет, на мой взгляд, нет. За то, что сейчас происходит, да, мы же все понимаем, что в 2020 году у нас у всех были разные абсолютно ощущения с тем, что сейчас мы видим и понимаем, да. То есть наверняка, если бы хотя бы один намек о том, что сейчас происходит, люди бы получили в 2020 году, я уверена, что не было бы такого. Я сейчас не про то, что люди неправильно сделали правильно. Вот Нет, нет, вопрос, Олеся, я люди спрашиваю пошли. сугубо, Олеся, как бы спрашиваю меркаванне, ну, дарослага чалавека з яго пазіцыі. Канешне, вы не сидзелі, ну, вы, ну, толькі з гэтай кропкі гледжання. Я еще раз повторю, что в 2020 году были другие эмоции, другие цели и вообще все другое, по-другому. И люди, в принципе, выходили не за демсилы. Они выходили, потому что они не хотели того, что за 30 лет режим сотворил. Мы же все помним, на каких эмоциях все шли в колоннах, на улице, какие все были довольны и счастливы. Но никто же не выходил за демсилы. Все, что потом сформировалось и получилось, то, что мы сейчас имеем, это уже, ну, как бы другая история. И я уверена, что, если бы те люди, которые выходили, понимали, что через 6 лет их будет, ну, у меня большой вопрос, выходили ли бы они вообще, в принципе. Поэтому, ну, вот что мы имеем сейчас, то имеем. Но, что касается освобождения людей, то есть я только на той позиции, что нужно просто освобождать людей. Вот и всё. Потому что, это какие-то Окей. безумное количество арестов.
Окей, я Ну, понял вас. чем, в принципе, я и пытаюсь помочь, в силу своих возможностей и того, что я могу делать. Ну, это мы Олеся, чуть позже обсудим. Мгм. я я так само пытаюся, у сілу сваіх кампетэнцый дапамагці, каму магу. Мгм. Не ведаю, як у меня гэта, атрымоўваецца, но зараз я хачу распавесці, ну, вы-то знаете, распавесці пра працяг гісторыі, Александра Кравчука. Вот, нагадаю вам, что, по, ситуации с ним, значит, лікавід і падарожнік адмовілі ему у аказанні медычнай дапамогі. Значит, спачатку ему адмовіў лікавід. Праз тое, што як уже казаў, ён на маём канале распавёў, як ему не аказвалася дапамога па аперацыі, па пратэзу. Вось он без нагі, вы бачыце, да? И ему была еще операция замена тазобедренного сустава. Вообще полгода прошло, никакого зруху не было. Хотя былому старшыне незалежнага прафсаюза рэп пану Федынічу такую ж аперацыю зрабілі праз 2 месяцы, праз 2 з паловай. І нет, і гэта добра. Я за то, каб дапамагалі палітзняволеным. Не, пытанняў няма. Ахвяры канцлагера лукашэнкаўскага ім трэба дапамагаць. Просто, а что это за такая сістэма дапамогі? Калі, значит, публічнаму там ці, цэннаму кадру ему сразу дапамагаюць, да? Мгм. А невядомаму салдату Краўчуку, а што? Круцілі там паўгады. Потом, і зноў жа, заўсёды, как бы, каб вы разумелі, я сам на сябе гэта прахадзіў, што дапамогу аказваюць тым людзям, якія медыйныя і якія лаяльна настроены да Ціхановскай, каб потом яны распавядалі, да, как Мацкевич. Фу, все оказали, северинцу все Мгм. оказали, все оказывается, типа, ну, понимаете. Но, а сколькі Мгм. вось таких людей, як Краўчук, которым не дапамаглі. І той же прыклад со стоматологией, да, то есть ему пачалі рабіць стоматологію, зрабілі там пару зубоў, поставили один имплант, а потым после моей программы его просто он пришел на лечение, ему принесли новую, значит, новую паперу подписать, что типа он не разглашал типа дадзеныя там про тых супрацоўнікаў, кто ему дапамагае. Это уже был подорожник. И про Мгм. тых, кто там лікуецца. Вось, и он кажа: "Подождите, так вы ж мне уже начали лечить". Причем, Олеся, знаете, что там прикольно? Что один зуб, имплант ему оплатил сын. Ну, тоже непонятно. То есть я не понимаю, как это все работает, да, на шестом году. И он, Это на не шестом году работает. нашей борьбы, да. И я вот просто уже тогда докончу про то, что он написал досудовую прэтэнзію ім, где он сцвярджае, што калі лечэнне было арганізавана, часткова аплачана, вось, і фактычна распачата, то паміж бакамі ўзніклі абавязательствы. Увогуле, незалежна ад таго, ці быў падпісан асобны дагавор. Вось. І ён таксама лічыць, што ну, нельга ставіць чалавека перад выбарам альбо падпісаць новыя умовы, када лечэнне распачалося. Вось, альбо типа все, мы тебе не будем дапамагаць. Какие Вось так. вообще могут быть договоры в оказании медицинской помощи? Я просто обалдеваю. Я имею в виду, ну, договор, о оказании медицинской помощи, он должен, вестись, в разрезе того, что, ведется медицинская помощь, а не какие-то другие вопросы о разглашении или неразглашении. Насколько это вообще юридически верно, но я не юрист, я не буду сейчас утверждать, но это, конечно, вообще просто уже за гранью фантастики. Я уж даже не знаю, перепрыгнули тем силы режим или уже в процессе вот этими всеми угрозами людям и вот этим насмехательством? Я уж даже сомневаться начинаю в этой ситуации. По-моему, режимные товарищи еще, ну, побаиваются такие вещи делать больше, чем вот, товарищи из демократических так называемых сил. Потому что, ну, я просто не знаю, как можно так вот человек инвалид. Априори он просто должен получить, медицинскую помощь
первых рядах, потому что он инвалид. Это было всегда в нормальных государствах. Ну, это нормально. Я считаю, что там, не знаю, Не, даже в ну транспорте, да, инвалидов вперед пропускают, есть места для инвалидов, потому что это люди, которые нуждаются в помощи, ну, быстрее, чем другой человек. Я не врач, я не буду оценивать, кто это, но это же уже просто, ну, вот эти вот вещи переходят всякое человеческое понимание. Я не знаю даже, как это можно не, ну объяснять. у нас же не держава, у нас же, вы самі разумееце што, але грошай там ёсць. І што самае такое дзіўнае, што грошай хапае, хапае на іх усіх. І яны бяруць грошы пад адных людзей, як мы бачым, паколькі няма справаздач, то што нам думаць, што яны трацяць іх на сябе. Не, ну там же удивительная же история работает, когда берутся расписки о том, что люди уже получили наперед Да-да-да-да-да. Мы гэта медицинской ведаем. помощи. Да, да. То есть это просто еще удваивает их доходы, потому что люди по итогу потом не получают помощь, а условием, чтобы вписаться в программу, есть эта расписка. То есть это же работают также все так называемые фонды, начиная от Зулинской, заканчивая там кем там еще, Леончиком, не хочется даже их упоминать имена. Вот. И что это? Это же, ну, там, махинации или что? Вот попробовал бы так сделать какой-нибудь режим, медицинский центр, ну, как, насколько я понимаю, там бы к ответу сразу бы притянули. Вот. А тут вот мы вот так поступаем. Просто берем расписки и не оказываем помощи. Замечательная история. Ну, тут Ну, вот что ёсць сказать. трапный комментар, так, коммент, так повестка идет, а чего вам вообще должны помогать? Прям теряешься, что отвечать. Плюс повестка, бери, что дают. Тут, ну, все, короче, идет А, подтверждение того, а что что значит, почему должны помогать? не-не-не, Есть конкретные Олеся, выделенные средства Олеся, для... человек пишет, что он Мгм. все понимает. Он такую, ну, М. он, что такую выдают повестку. Чё мы вам должны помогать? Вы чё? Мы Я вам ничего поняла. не Мгм. должны, ребята. Так нет, Да-да. Ну, это конечно, по великаму рахунку, калі б, напрыклад, яны не бралі грошы пад палітвязні, то яны б нічога былі б і не должны. Но паколькі яны ну, бяруць, і мы видим гэта ў адкрытых крыніцах, мы видим, што ідуць там вялікія сумы, і мы не бачым справаздач, ну так, конечно, тут. І што самае цікавае, от, Алеся, я думаю, як так атрымалася, што няма выстраранай сістэмы дапамогі. Вот сістэма дапамогі карманным СМІ ёсць, сістэма дапамогі экспертам карманным, да, якія мы видим па коле ходзяць на этих белсатах, нашых нівах, ёсць. У іх гэта выбудавана ад тых людзей, якія пацярпелі, якія з'явіліся как бы агнём, ядром гэтай рэвалюцыі, гэтага супраціву. Для іх сістэма дапамогі не выработана. І я скажу больш, што так атрымоўваецца, што нейкія сродкі ад них перакідваюцца ну, на сваіх. І я ўвогуле вось думаю, што ведаю, да, я тут не так давно казаў пра гэты хостел с одной знакамітай жанчынкай, которая там не давала папяровую бумагу, сродкі Дорону. хімічныя, чтоб сціраць. Я ведаю, што это правда стопудова, таму што, ну вот прыкіньце, і я там недзе абмяркоўваў, там вот эта вот Олеся, та же живет вот тоже в шелтере, говорит, я, говорит, волонтерка, а живет там бесплатно с сыном. Ну, блин, ну, волонтерка. Ну, так поселите меня, я тоже буду волонтером, и мне будет как бы жилье в Варшаве. Ну, понимаете, про что я кажу? То есть, ну, мы ж как бы... Да, я очень, интересно, я написала комментарий по этому поводу, потому что я тоже была возмущена, потому что, госпожа, Федоронок, решила, что она имеет право распределять, сколько туалетной бумаги должны получать политзаключенные и что им стирать. Очень интересный подход. Вот. И я написала комментарий, со мной связался основатель I Need Help Buy. И он был тоже крайне удивлен вот этой ситуацией. Мы с ним остались на контакте, если я буду получать какие-то еще сигналы от людей, то есть будем общаться дальше, потому что а, я вчера общалась с пенсионерами, да, которые в Варшаве живут. То есть вот эта вот помощь от I Need Help Buy почему-то тоже
кто-то другой, ну, там по фамилиям я уже не помню, решает, что пенсионеры должны есть. Они там закупают какую-то определенную еду, которую, возможно, некоторым и нельзя. Ну, то есть они так насильно эти пайки дают. Хотя выделяются же не эти пайки, а выделяются средства. То есть нету вот этой вот коммуникации, да, то есть, в принципе, все равно, лишь бы с рук сдать. Вроде отметили, что этим пенсионерам что-то там дали. Ну и бог с ним, пускай оно так будет. И да, он был удивлен, что это так работает. Ну, я надеюсь, немножко что-то исправится, но пока это не Ні, ні, совсем, ну, нічога, Аліся, не справіцца. Я вам даю 100% гаранты. І вось калі вы так хутка зачапілі вось гэтыя карзіны пенсіянерам, а што пенсіянерам? Яны ўсё роўна скора скапыцяцца, яны нас увогуле не цікавяць. І таксама хачу тут падкрэсліць то, што, напрыклад, я ведаю пра дзве карзіны. Мне дапамагаў дэсцендент, яны мне далі, значыць, на Lidl, просто карзіну на Lidl, да, когда я прыходзіў і купляў то, што я хацеў. То бок, ну, я, вядома, як пенс, да, выбіраў там зніжкі. Вось, і тут я даведаўся пра другую карзіну в Ашане, там, дзе чалавеку даюць там, па-першае, вялікія цэны. Калі я мяса пакупаў, напрыклад, по 8 злотых, да, ему эту по 20. Короче, ну, понимаете, то есть ему, получается, он показал то, что ему там привезли. Я такой думаю, ничего себе. Ну, понимаете, да, то есть там еще и таксист зарабатывает. Ну, вообще непонятно. Я такой тоже думаю, бля, ну, везде, ну, робять гроши. Что, дайте вы ему, ну, на руки гэтыя грошы, і ён знойдзе, дзе себе купіць. Правильно? Он пойдзе в Lidl, пойдзе в Бядроночку, там, где все танное. Ну, блин, макароны там непонятные, 400 грамм, там, да вообще капец. Я просто эти цены все изучил, вось. И так вот тоже думаешь, блин, ну все пределы, все пределы. Это что-то, кто ну эти да. корзинки составляет, наверное, тоже там на зарплате на какой-то. Ну, в том-то и дело, что вот системы нету никакой, а система в том, чтобы просто каждый приклеил кусочек своего дохода к этой картинке, и по итогу оказывается хорошо, если половина достается тому пенсионеру. Ну, не знаю, я не вдавалась в подробности, как она работает, эта система, и как она раньше работала, но я просто слышала, что в идеале а, когда есть онлайн-доставка, человек может просто положить в корзину то, что он хочет, и человек другой, который хочет помочь, может эту корзину оплатить. Это совершенно не время затратно. Поэтому, ну, в принципе, я так сама делала, когда помогала семьям там, многодетным. Не было никаких проблем вообще. То есть это положил человек, ты зашел под его паролем в его же корзину и оплатил, и все. Я понимаю, что кто находится на территории Беларуси, это невозможно сделать по понятным причинам. Но когда люди живут, ну, в Европе, это же все реально свободно можно сделать. Главное желание, другой вопрос, желания нету. Вот. Так что, Читаю комментарии. Вот Емельянов Олег пишет: люди не ожидали такого уровня жестокости диктатора, просто не верили, что будет такой террор против народа. Ну, то есть, чаму столькі шмат людзей, ну, я лічу, што, ну, реально мгм. выпадкова трапілі за краты на нейкай такой хвале. Вось, і безумоўна, што не трэба там калечыцца там надалей, потому што свядомыя барацьбіты яны будуць сидзець, не перажывайце, ніхто там не будзе пісаць памілуху. Я не пісаў, і другіх знаю шмат хто не пісаў, і выйшлі людзі па 5 год адседзелі, нічога не пісалі. Ну, гэта не значыць, што ўсе должны так рабіць. Я кажу пра свядомых, а хто так трапіў, абсалютна ваша справа. Слушайте, Так, ну, это помилование, оно о чем говорит? Оно ни о чем не говорит. В тех условиях, в которых они его пишут, это помилование, а, но не имеет силы абсолютно. Потому что это, ну, то мы же прекрасно понимаем, что там стоит над тобой какой-то человек, да, и он говорит практически, что ты должен написать. Сори, это же никакой не выбор твой, это просто насилие определенное психологическое. Здесь вообще нет, без всяких осуждений и каких-то претензий. Вот. Ну, да, тут хорошая трапная заўвага. Калі дзяржава бярэцца за апеку інвалідаў, гэта сацыялізм. Ну, хорошо. Так.
Так, ну што, давайце яшчэ парачку каментароў перад тым, як перайдзем да вашых навінаў. Вось Мгм. пішет Віктар, санкцыі это не пытанне. Санкцыі ўвогуле не трэба, бо яны замінаюць Луке ад Крамля ўцячы, ад вайны адпятляць, а тым больш людзі важнейшыя. Ну, Ну, па-першае, я согласна, люди важнее. ну, мы Да. не вводзілі гэтыя санкцыі, вось у чым справа. Ну, вось глядзіце, прыйшоў Трамп, он увогуле ні ў кога не пытаўся. Ён проста, ну, яму і што, і ніхто яму нічога не сказаў. Наадварот, эти Вечоркі, Ціхановскі, ну, сказалі, мы там працавалі разам над гэтым. Ну, канешне, если б не было Ну да, Трампа, да. все б сидели б там, мы сидели б еще и будут, блин. Так что дай Трампу здоровья, Боже, храни Америки. Пускай этот Коул приезжает и всех остальных вытягивает. А кто не хочет, так сидите там. Сидите. Ну, так. Ну, вот точно так же я сказала на встрече с послом Америки, выразив благодарность. Практически вашими словами. Да, ну вот, дык 30 год одно и то ж. Выходим, нас бьют санкции, Лука бяжуць Кремль от их ратоваться. Ну, да, понятно. Ладно, так, тут про ретрансляторы, сябры, шчыра кажу, не в курсе, но сегодня видел героически превьюшку, значит, Кабанчука, ну, которого я Мгм. лишу, ну, просто, ну, может, не посмешищем, но близко около этого, да, который там вместе с Сырским на одном военной форме, чувак ніколі там, ну, наприклад, во второй раз не был там, наколькі я ведаю, на нуле, ось, і который ввогуле там займаўся не тым, чым трэба вместе з Міколай Іванішам. Тут ён такі герой, ну, як у них заўсёды, да, у них этот был М. Жэрар герой, а зараз Жэрар сидзіць. Я спадзяюся, што і Кабанчук тоже там будзе ў пэўны час. Ось, не могу сказать про трансляторы, я просто вельмі задавалёны, што ніякіх удараў па Беларусі няма. Это маё адчуванне, меркаванне. Так, ну что, Олеся, давайте поговорим теперь про навіны, ну, праз якія, дарэчы, я вас і сёння запрасіў, каб вы распавялі, Мгм. где у нас тут, так, вот это, нет, не это, ну, давайте вот это. Значит, вы были, так, там такие были тяжкие слова для меня, вот, на сустрэчах, Насыщенная программа была. да, на Насыщенная Кіпр. программа была за последние 2 недели. Вот. Ну, Я давайте. могу р И самое прикольное, я не, я буду т просто, Олеся, тут самое интересное, Мгм. может, кто вас бачыць у першы раз. Значит, я не ведаю, якім чынам Олеся пазнаёмілася з чыноўнікамі, з палітыкамі, но яна як бы не от ДМС. Я не знаю как, вообще не знаю как. Может, Олеся, хотите еще раз расскажите? Я уже, честно говоря, ну, просто что Олеся не представляет ни офис, ни Дымсилы. Как ей это удается, я не ведаю, но удается, и она ходит, пробивает, просовывает интересы белорусов на Кипры, и не только. А, Ну, распавядайте, что пожалуйста. мне рассказать? С 23-го года я сама собственноручно, собственноножно, да, добывала контакты с политиками кипрскими, с дипкорпусом. И, ну, в какой-то момент и получилась уже цепная реакция, когда одни стали приглашать других, третьих, четвертых. Ну, то есть сейчас это работает уже, ну, практически на постоянной, да, основе, когда есть какие-то мероприятия, куда приглашают, где можно пообщаться с политиками, с дипкорпусом. Вот. Последние 2 недели такие насыщенные были. Что-то меня слышно хорошо, потому что я себя Да, да. слышу. Эх. Да-да-да, хорошо, Мгм. хорошо. Вот. Состоялся прием в честь 250-летия Дня независимости Америки. Это такое всегда большое событие. Ну, думаю, во всех странах собирается большое количество представителей дипкорпуса, также представителей правительства. Президент посещает это мероприятие. Вот, в этот раз, так как Джули Фишер уже больше не посол на Кипре, она уехала.
ну, покинула свой пост, закончила свою каденцию. На сегодняшний день новый посол назначен. Вот, и мне удалось пообщаться с послом, подарила подарок. Обращу внимание, что это книга Орлова «Беларусь». Там, если Сергей будет картинки показывать, ой, фотографии показывать, там будет видно. Нет, А, я её не с взял. Я вот зараз Ага, вы ну паказваю, ну окей, ок, я ок, зараз не вопрос. паказваю гэтых людзей, якія на снімках. Там ваенны Мгм. вось, і яшчэ 2 мужчыны розных, і вы з імі. Да-да-да, это зампосла, ну и то есть там консул, несколько человек из американского посольства, там большое же количество работает. Вот, о чем мы договорились? О том, что мы продолжим работу с американским посольством, будет назначена рабочая группа. Почему говорю будет назначена? Потому что она была, но так как люди, которые работали, они уезжают, ну, в соответствии с окончанием сроков, да, и мы также продолжим работать. То есть это периодические встречи по обсуждению проблем белорусов на Кипре, ну и не только. А, одно из направлений — это информирование по политическим заключенным, которых, которых, которых мы передаем в списках. Последний вот список как раз вот неделю назад мы передали, 300 человек. Я очень признательна людям, которые помогали составлять эти списки. Это наши белорусы. А, ВРИ помогали составлять списки. Сделаю акцент на том, что в списках есть люди, которые не зафиксированы в списках правозащитных организаций по понятным причинам, да, что некоторые боятся подавать списки своих родственников, потому что будут преследоваться режимом. Вот, об этом я также озвучила на встрече с послом Америки, сделая акцент на том, что то количество политзаключенных, которое числится на весне, 800, могу ошибиться, 26, это совершенно неполное количество политзаключенных в Беларуси. И сделала на этом акцент, потому что это очень важно, чтобы не оказаться в ситуации, когда освободят этих 800 людей, а потом скажут, что у нас больше нет политзаключенных. Вот этого я хотела добиться, но мне кажется, получилось. Что касается, что у нас еще была, какая встреча? Был прием у нунция Кипра. Это нунция Кипра, это представитель, это как посол Ватикана на Кипре. Апостольский А, нунций, да? мгм. Ну окей, Ну да, окей. ну, І якія тэмы, вы ну, з ім абмяркоўвалі? Вот. Ці ну, ішла там, конечно же, тема размова пра беларускіх палітвязняў, пра гуманітарную сітуацыю ў Беларусі, што ўвогуле гэты, апостальскі нунцый вам сказал? Да, именно это и было целью встречи. Я с ним договорилась на личную встречу. Мы провели с ним беседу, ну, в районе 30 минут у нас была встреча. Также передала списки, и я знаю, что эти списки отправлены в Ватикан на сегодняшний день. Я не могу сейчас сказать, как эта ситуация будет дальше развиваться, потому что меня пока не информировали. Но как бы я сделала то, что смогла на этот момент. Да, мы тоже подарили, кстати, ну, тоже важно очень, потому что все-таки это человеческое общение. Подарили икону Жировической Божьей Матери, показав связь Ватикана и Беларуси, потому что эта икона была коронована Папой Бенедиктом XIII, и копия иконы в Риминах. Он был очень польщен подарком, потому что, в принципе, это нормально. Вот. И очень хорошая встреча получилась. Мы остались на связи. И благодаря вот этому дальнейшему общению, если знаете, что на Кипре, Кипр не в Шенгене, и белорусы, которые живут на Кипре, для того, чтобы попасть на континентальную Европу, в континентальную Европу они должны получать шенгенские визы. Это очень большая проблема, опять же, из-за санкций, да, потому что визы выдаются только одноразовые, а одноразовые визы уменьшают количество страниц в паспорте.
паспорте, ну, как бы дальше цепочку мы все знаем, да. Паспорт приходит в негодность, и у нас имеется следующая проблема уже. Он меня представил послу Италии, я не была знакома с ней, и мы пообщались с консулом Италии, что меня удивило. Она сказала, что она не знала про историю Беларуси в принципе, что вообще происходит с паспортами. Хотя, по мнению или там по информированию кабинета Тихановской, да, там, или офиса Тихановской, они общаются с МИДом Италии. Насколько помню, там даже какой-то офис, да, есть представительство, офис Тихановской в Италии. То есть МИД Италии не был проинформирован о том, что у белорусов есть некие вопросы с паспортами. И, то есть, как это работает? Если МИД проинформирован, то дальше МИД информирует дипкорпус, да, других стран, дипломатов. Об этом, ну, как бы человек не был в курсе. Мне пришлось там заново рассказывать всю историю, что там происходит и как нам важно решить вопрос с выдачей мультишенгена. Вот, и да, хорошо получилось пообщаться. Мы договорились на том, что я напишу письмо информирования по ситуации с белорусами, для того, чтобы она смогла отправить, посол смогла отправить в МИД это письмо, чтобы МИД принял во внимание, что белорусам важно получать мультишенгены для того, чтобы сохранить паспорт как можно дольше, дать ему больше жизни. Да, договорились о том, что если у белорусов возникают какие-то вопросы по поводу того, что паспорт заканчивается и нужна шенгенская виза, белорусы могут передать мне информацию, и я тогда уже свяжусь с консулом для того, чтобы этот кейс рассматривали в индивидуальном порядке. Ну, для меня это было важно, потому что до этого мы в контакте с польским послом, и польское посольство выдает много мультишенгены белорусам. Я очень благодарна польскому послу. Они действительно очень много для нас делают, для белорусов. Вот, в том числе и информируют, и с кипрскими властями общаются, зная уже нашу ситуацию. Вот, и, ну да, вот это вот получилось, и я очень рада. Ну, на самом деле там было большое количество дипкорпуса, было много просто знакомств там с послом Канады, с послом даже Мальдив мы познакомились. Вот такой достаточно интересный ну, человек, да, и он, кстати, был в курсе про Беларусь, про диктатуру Лукашенко. Ну, интересуется вот человек. Вот, что еще рассказать? Ну, сколько я помню. Да, кстати, американцев очень заинтересовала история с тем, что господин Казарцев, бывший главред Еврорадио, бывший главред Russia Today, а нынче главред Еврорадио. Они очень удивились, как же так выходит, получая деньги от Америки, они сотрудничают с Russia Today. Ну, такой тоже разговор интересный получился. А А, падрабязнасці ёсць этой размовы? Ну, я передала письмо по поводу того, ну, с фактами о том, кто он такой, господин Казарцев. По просьбе американцев, да. То есть мы задели просто в разговоре тему, и они заинтересовались, как же так, да, как же такое может быть независимое СМИ, у которого во главе стоит бывший пропагандист Russia Today, который вроде бы как должен был бы против этого всего быть. Ну и с комментариями по поводу родной президент, и все вот. Ну, также как бы товарищ Казарцев, он же у нас в базе «Миротворец» находится, вот, поэтому это тоже информацию очень большие глаза сделала у американцев. Это сейчас смешно и грешно, но между тем, как есть, по фактам всё. Ничего, никаких преувеличений, как есть. Ну, то Вот. бок вы думаеце, што могуць быць нейкія наступствы для яго? Ну, было б, канешне, добра, Ну, таму што хаця бы проста каб для пачуцця справядлівасці, потому што ж людзі проста в шоке. Блін, агентура паўсюль працуе, просяць яшчэ грошы для сябе, яшчэ там дай ім
этот донат, каб они пытанні прачыталі ў эфіры. Ну, блин, Удивительно, что у них на сайте у Еврорадио отмечен как USAID как спонсор, как говорится-то, Еврорадио, там, донор и еще прочее. То есть это тоже акцент сделан на этом, и одновременно товарищи ведут себя хуже, чем диктатура, да, заглушают всех, там банят, никаких комментариев, там цензура такая строгая, что я уж даже сомневаюсь, есть ли эта цензура там у режимных таких СМИ, не, настолько, ну сколько у есть. Еврорадио там. Не, не сравнивала. Я сейчас на больше эмоцию сейчас выразила. Я к тому, что меня это возмущает. Я не читаю там режимные СМИ. Я просто говорю, что просто в контексте того, что как глушатся вообще какие-то мнения и комментарии, то какая там стоит у них проверка и цензура, то, наверное, можно знак равно поставить. Не, ну я-то рэжымныя СМІ я ўсе стараюся чытаць, і сёння я глядзеў этот, Лукашука и партизанку. Что меня она там где-то в Америке учится уже, атрымоўвае другое адукацыю, і што мяне как бы, ну, вось так вось да галавы дайшло, што яны абмяркоўваюць разам з ёй, э, не як вяртацца дамоў, а як, заставацца тут, альбо в Амерыке, альбо ў Польшы. Яны абмяркоўваюць праблемы, і яна дае парады людзям, каб яны тут маглі застацца, каб іх как бы не пазбавілі абароны, не пазбавілі там грамадзянства, которое яны хочуць атрымаць. Я к таму кажу, што сябры, ніхто з дэмсілаў пра барацьбу ніякую не кажа ўжо даўно. Яны понялі, в смысле, яны прапануюць нам тут, понялі, што мы тут все застаемся, понимаете, і яны не то что, а может, не поняли, они, может, наадварот хочуць, чтоб мы тут засталіся. І ніякіх рэвалюцыйных размоваў не вядуць, а толькі такія вось, ну, для мяне мы застаёмся, сябры. З гэтым трэба змірыцца. Не профукайце там нюансы, каб у вас не было праблем у дзяржаве, якой вы жывяце. Дарэчы, пра паспарт. Вы мне там даслалі нейкі пост с хорошими русскими, да, там Гудков, Кара-Мурза. Ось, а что там было за мерапрыемства, я там пачытаў, вось, и хочу спросить, что, ну, вы там написали или нет, не вы, сори, они написали, что в такой Да-да, я пост перебросила. Мгм. переможной форме, да, пост, то типа, ну, я вот так хочу спросить, если вы в теме, это что, такая большая перамога? Получается, ну, верней, ці азначае гэта, што ўжо сёння беларус без пашпарта можа прыйсці ў любой краіне еўразвяза і атрымаць новы дакумент, ці што это? Нет-нет, это означает то, что они, скажем так, ну, не добились, а сделали то, чего не сделали демсилы за 6 лет, да, то есть они там, ну, вот это вот люксембургские решения госпожи Мамаевой, не значащие ничего, раздувались до какого-то безумного шара, по итогу как бы ничего не получилось. И Гудков, насколько, ну, это же не мой пост, да, то есть его Да-да, не пост ваш, не ваш. я вам перебросила для того, чтобы просто сделать на контрасте, что команды ПАСЕ, Латушка и Ко, у них статус в ПАСЕ с возможностью принятия решений, голосования, там какой-то более продвинутый уровень, чем у команды, я не знаю, кто там у них, Кармурза, Гудков, я не знаю, кто состоит в этой их команде. У них статус просто как слушатели. И они за год добились намного большего, чем за 6 лет те, у кого было право принимать какие-то там решения, что-то делать, что-то... я вот для этого это вам Аліся, отправила. Аліся, Мгм. з вашых вуснаў, чаго яны дабіліся? Ну, в 2 словах, А, якая реза- перамога ў іх? резоль- Ну, это не совсем перемога, но Ну, ўсё я роўна. пока не знаю, какие дальнейшие действия, я еще не отслеживала ситуацию. Это в ПАСЕ, Европейская резолюция Европарламента и ПАСЕ.
которая на уровень выше люксембургских решений, которые позиционируют, про который рассказывает Мамаева, что это просто что-то там топ из топов. Ну, как мы понимаем, в ПАСЕ команде Латушко не удалось ничего добиться касательно легализации и прав. Товарищи, которые имеют уровень слушателей в ПАСЕ и в Европарламенте, получается, повлияли на то, чтобы эта резолюция была принята. Причем резолюцию писал киприот. Я сейчас не найду его фамилию. Не-не, не треба. Вот. Ну, это не суть, не в этом. Мой посыл был в том, что, имея совершенно разные на старте, можно прийти совершенно к разному финишу. Ну, короче, пока я не знаю, какое это продолжение будет иметь, потому что, насколько я понимаю, там должно какое-то время пройти. Сейчас начнутся каникулы. Как обычно, это все бюрократия долгая. Но факт остается фактом. Вот, что за 6 лет демсилы офиса Тихановской не пришли ни к чему, кроме люксембургских решений. А люксембургские решения, когда я показала эту книгу в парламенте Кипра, мне сказали: спасибо, мы можем поставить ее на полку, она будет пылиться там долгие годы, потому что она не несет в себе никакой юридической силы и не обязывает ни к чему. Это просто как рекомендация к прочтению, как ознакомительный документ, который может показать о том, что происходит, но никого не может побудить к действию. Вот. Для Окей. этого все будет Хорошо, создано. Олеся, я в курсе, что вы там, Мгм. ну, не то что курируете, хотя хотел вначале вас спросить про это. Как мне попадать на такие приемы, как вы? Потому что я боюсь, что меня тоже скоро начнут выгонять с Европы, и мне надо как-то с этими американскими послами задружиться. С американскими послами не Да знаю. с американскими, Прямо с с американским киприотскими, послом. мне все ровно. Мне главное, каб у меня были такие сябры, каб у меня была крыша, каб меня Франык с Латушкой не сделали погрозой национальной бяспекі и не отправили к Лукашенко ў турму. Як Новикова, напрыклад. Кстати, да, по Андрею Новикову отправили американское посольство на Кипре, отправило письмо в американское посольство в Варшаве, информационное письмо по поводу его ситуации. Это была их инициатива, на самом деле. Я не знала, что так можно. Когда я общалась, рассказывала, что есть такая ситуация с человеком. Вот они сказали: да, мы можем так сделать, отправьте нам информацию, мы переправим эту информацию в отдел, который курирует работу с точно не скажу, как это называется, с Восточной Европой, по-моему. Вот, и в каждом посольстве есть такой отдел, и мне кажется, я с этого и начинала. Сейчас уже трудно вспомнить. Тоже было просто написано письмо. Не думайте, что кто-то меня брал за руку и водил в посольство, и кто-то знакомил меня. То есть это вот было вот таким образом все. Ручки в ножки, письма и, ну, так абсолютно обычно, ничего особенного. То есть, короче, мне М, нужно приезжать, заходить в еврокабинеты, знакомиться там, тусить, писать им, да? Где-нибудь, может ну, быть. писать вполне. Американское посольство, кстати, очень отзывчивое на письма. Они всегда отвечают. У них это все структурировано, они всегда очень заинтересованы в получении информации, и всегда очень анализируют много информации. Конечно, явно я там не являюсь одним источником информации, которую они получают, но они с удовольствием общаются и всегда рады сотрудничеству. Э, Ну ну, на мой як взгляд, так. як ви думаєте, з Новіковим буде все добре? Э, ну, я, конечно, гадать не буду, но пока что складывается так, что все идет ровно. Насколько я знаю ситуацию, подана жалоба в соответствии с законами Польши. Единственное, что, ну, там это долгие эти бюрократические процедуры и ждут дату назначения судебного заседания.
И как бы наша задача сейчас просто как можно больше оглашать эту ситуацию. Ну, каким-то методом, не знаю, больше Ну, говорить об этом, побольше писать, кто как может, да, то есть, а, этой тенденции придерживаться, чтобы, была огласка и как можно больше людей пришло поддержать его, когда будет судебное заседание. паважаныя сябры, Это важно. судовае паседжанне яшчэ не прызначана. Яно будзе ў Варшаве. Я не ведаю, як там атрымаецца ў мяне, но я там заклікаю ўсіх, у каго будзе вольны час, у каго не будзе працы, асабліва палізняволеных былых, прыйсці, падтрымаць Андрэя. Вы ведаеце, што ў дэмакратычных краінах такі вось інтарэс да асобы, да справы, ён іграе значную роль. Да он у Лукашенка іграе значную роль. Калі людзі прыходзяць на суды, гэта заўсёды Мгм. павышаны інтарэс і как бы можа скласться ўражанне зусім іншае. Вось, таму што абыякавасць убивает, как там поет Ляпис, равнодушие убивает не хуже пули. Вось, а Андрей, Мгм. ён адседзеў 2 разы ў турме, і я думаю, што ну ему никак нельга вяртацца домоў. А то, што ён там, как многія думаюць, какой-то расіянин, ён беларус, па-першае, да, или там міліцыянт, гэта как бы субстанцыі зусім іншых вымярэнняў. Ён быў з намі, і ўвогуле так любой можа аказацца, хто незручны офісу, тоже ось давай да відзення. Поэтому я и говорю, что важно поддержать и важно прийти именно, ну, как по возможности. Я понимаю, что не все могут, не каждый. Да-да. И если даже тот человек, который не может прийти, там, в своей соцсети или в своим, там, где он там в каких-то контактах разместить, чтобы люди пришли, это тоже помощь. Это тоже дорого стоит. Канешне, сябры, лайк, репост, любая інфармацыя, распаўсюд інфармацыі пра такія выпадкі. Тым больш, што у нас, Алеся, вось апошні вопрос, які я хочу з вами зараз Мгм. узняць, это Балкунец і Скіндараў. Ось, то бок, я вось заўважыў, не то, што я там аналітык такой аграменны, да, но у іх был форум белорусов, там, где был Цыпкало, там, где была Карач, там, где был Скиндерев, где был Балкунец, куда приехал генерал ГРУ Попов, про которого писала недавно наша Нива, и гэтых людей усіх звязвае то, што яны крытыкуюць офіс Ціханаўскай. Вось, я не ведаю, магчыма, у спецслужбаў ёсць пытанні да Скіндарава, ёсць пытанні да Балкунца, але выглядае все так, што яны крытыкуюць э, кабінет і маюць праблемы канкрэтна з кіндзераў у літве. І мне яшчэ там напісалі, што Карач таксама крытыкавала офіс Ціхановскай і таксама атрымала э, э, то, што яна пагроза нацыянальнай бяспецы. Ну да Карач у мяне сваё так как бы стаўленне вось складаная. Вось з кіндерамі мне прасцей. Я как бы больше ў павесткі быў. Як вы гэтую сітуацыю ўвогуле пракаментуеце з гэтымі людзьмі і наколькі ўвогуле гэта небяспечна для нас, для ўсіх? Таму што ну это метады Лукашенко. Ну да, как бы какие-то я же еще раз говорю, уже сегодня не раз повторила, что, между многими действиями офиса, можно ставить знак равно с режимом, потому что, вот оно так и получается, прям видно и невооруженным глазом. Я не знаю, на самом деле, как бы какая ситуация сейчас. Насколько я помню, там Дмитрию Скидреву было дано 5 дней для того, чтобы провести какие-то Так. юридические, процедуры, но я так понимаю, что эти 5 дней уже истекли. Я не слышала, не видела никакой информации о том, какой итог того, что там сейчас происходит Его с ними. прызналі, Алеся, яго прызналі пагрозай М, нацыянальнай бяспецы. І ў аўторак у наступны ён, я не ведаю з кім, ладзіць, значыць, прэс-канферэнцыю ў Вільнюсе а 11 гадзіне. Я не ведаю, дзе яна будзе. Вось, ён там мяне заклікае. Ну, мне ж туды даехаць это 212 еўра туды назад, плюс 2 кебаба, так? мгм, Вось, ну, карацей, если у м. меня будзе магчымасць, то
я бы паехаў бы. Вось. І таксама, людзі, глядзіце, палізняволеныя, хто там актывісты, хто ходзіць на гэтую плошчу, да, вместе разам, з калегавай. Адсочвайце сітуацыю, таму што кожны з нас можа папасць пад такія малаточкі. Вось. І гэта Хорошо, так, я правильно понимаю, то есть вот эти все юридические процедуры прошли, так, и юрист не смог помочь ни в чем? наколькі я Я вот разумею, я так. Наколькі я разумею, так, яго прызналі, м блин, Мгм. может, я памыляюся, но наколькі я разумею, я бачыў сваімі ўласнымі вачыма, што так, яго прызналі. Пра гэта нехта пісаў. Калі я памыляюся, ну тады напішыце мне там. У асабістыя сябры не бачу, Я вообще не встречала эту информацию нигде, но, ну, какое-то же должно быть, мотивационное решение, которое, должен вынести суд. Прям за 5 дней он там произошел. Как-то все очень быстро, я что-то не совсем поняла. Я просто была уверена, что за эти 5 дней, юрист подготовит, заявление для того, чтобы заявление подать в суд. И в соответствии, ну, то есть суд явно за 3 дня не может пройти. Не верю в такие чудеса. ну, А, Аліса, магчыма, я нешта но пераблытаў, магчыма. Я таксама не юрыст, і магчыма, я Мгм. тупануў. Ну ўсё, тады Ну, сябры ў аўторак, о 11 чакайце інфармацыю, абавязкова выдам, дзе што будзе. І ну трэба будзе, ну, я лічу, трэба абавязкова падтрымаць. Скіндерова, да не тока Скіндерова, просто падтрымаць справядлівасць і абараніць сябе ад падобных, дзеянняў, то, што на нас надвигаецца. Так, ну почему што, я говорю про мотивировочную часть, когда будет мотивировочная часть, судебного решения, там написано конкретно, по какой причине он признан, если он признан. Ну, как просто так, миграция, она не может признать человека угрозой. Я могу, конечно, очень ошибаться, но что-то мне кажется, что такое это как-то очень не по, закону. Просто так взяли и признали. То есть юридическое решение какое-то должно быть вынесено, в соответствии с этим там его должны там или депортировать, или что. То есть должно быть что-то последовательное. Сколько я понимаю, что его вызвали пока в миграцию. ну окей, Больше окей. я других сведений не получал. И Ну, от я этого нам всем важно, чем же руководствуются товарищи из миграции, заявляя ну такие громкие обвинения. ну да. І чаму пасля сталькіх год, калі яго прызналі там уцекачом? Так, ну што, 92 Мгм. Ну чалавекі да, нас да. глядзіць, 31 лайк, сябры, заклікаю, каму бяспечна, ставце, калі ласка, лайкі. Васіліна, дзякуй за данат. Так, ну мы пераходзім у чат. І, Алеся, да вас пытанне. Як вы Мгм. относитесь к тому, что у нас, по сути, нет независимых правозащитников? Все равно получаются аффилированные, и все равно в работу берут не всех, отражают не всех и так далее. Занимаются только удобными вопросами. Плохо отношусь к этому. Конечно, как к этому можно относиться, потому что, правозащитные организации, которые себя называют правозащитными организациями, они все, аффилированы с офисом. Ну, там, не знаю, давайте там говорить про "Диссидент Бай", да, правозащитная организация аффилирована с офисом. "Весна", ну, будем говорить тоже. Я не могу назвать сейчас, ее независимой правозащитной организацией. Не поворачивается мне язык по всем, признакам. Это плохо. Я не знаю, как с этим можно бороться, честно вам сказать. Но доверие, правозащитные организации потеряли однозначно. Вот опять же на том примере, что родственники не передают информацию, они просто, не доверяют, той организации, куда можно было бы передать эти данные о том, что, твой, там сын, дочь, муж, жена арестованы по политическим причинам. И это я говорила на встрече с американцами тоже. И я скажу, что, они не были удивлены, но то, что я подчеркнула этот акцент, да, это было этот момент, это было важно, потому что,
они не всегда могут, саккумулировать информацию правильно, да, и важно подчеркивать, что, у режима сейчас, цель, уменьшить количество политзаключенных всеми возможными способами. Ну и один из этих, способов — запугать родственников, людей, для того, чтобы они не подавали никакую информацию про своих, родственников, и, соответственно, количество политзаключенных будет уменьшаться. Вот сегодня, да, то есть, по сути, есть 800 человек, вот отпустили там 28 человек, но, если, следуя математической логике, можно, образно говоря, от этих 800 отнимать, да, потому что мы не знаем, кто это, кого там освободили. Возможно, этих людей в принципе не было никогда в списках этих политзаключенных. Но картина такая складывается, что уменьшается, да, то есть, здесь вроде как и не увеличивается, а тут уменьшается. И, ну, имеем вот такую картину. Совершенно грустную. Ну вот да, я еще раз говорю, что в списках, которых, мы подавали, американское посольство и Ватикан, есть люди, которые не находятся в списках правозащитных организаций. Хорошая, Ну, вот трапная так есть. заувага ад Васіліни. Лукашук, мабуть, намацаў нацыянальную ідэю. Вы Мгм. все застаецеся за мяжой, а мы на вас і далей будзем піліць гранты. Ну, я б крышачку удакладніў, што Лукашук усё жыццё сядзіць на грантах, то бок, і ён зарабляе на беларускай павесцы. Хто яму там прыдумал гэтую нацыянальную ідэю? Ну, ён там эту кніжку ходзіць, прадае, там з людзьмі размаўляе. Алеся, а як вось вы ставіцеся да Лукашука? Вось мне цікава. Ён вам падабаецца, ён А, как да журналіста. Вы глядзіце яго сейчас, эфіры. нет, не смотрю. Еврорадио для меня умерло окончательно. Я так думаю, может быть, полгода назад, может, больше. То есть у меня даже нету подписки на этот канал, это бесполезная совершенно вещь. Последнее его заявление, которое я слышала, наверное, где-то кто-то перепостил, когда он сказал, так, в принципе, совершенно неважно, кем был человек до того, как он пришел Да-да-да. работать. Это ён вместе с Аленой Приходько, да, в эфире сказал? Ну, Зачем так нам выяснять, кто здорово. это? Он Мгм. поменял Так здорово, погляды. да. Ну, зачем его проверять? Да, Так, Олеся, переобулся, мгм, получается, да. Мгм. да, Ну, переобулся и нормально. негативно отношусь. А мне падаецца, у него ввогуле такой клуб, короче, у него, к нему ходят очень много людей, которые потым будуць выклікаць інтарэс у органов нормальных в нормальной новой Беларуси. Тут вам вопрос. Леся, можно ли с вами связаться? Есть личный вопрос, который хотелось бы обсудить с вами. Значит, Конечно, в "Фейсбуке", пожалуйста. в Открытый. У Фейсбуке, меня профиль открытый, можно. в Мгм. Фейсбуке открытый профиль. Окей. Мне Мгм. как-то попался на днях тикток президентки, она там кебабную рекламировала. Кебабы, видать, от своих не все удостаиваются рекламы. Монополия на лицо. А может, это ее бизнес? Но не ведаю. Мне тоже такие как бы. Тихановскую? Ну, Тихановская рекламировала кебаб, и я подумал, что и она уже отчинила кебабную где-то вместе с Франыком. Ага. Дошли Чтоб, до чего уже. чтоб, Ну чтоб, ничего, Ковалевский вчера. А вы видели Ковалевский последний, пост, как он рекламировал, это мероприятие в ООН и как, рассказывал, как хорошо же там Рыбаков заливал по поводу того, что дрон, вовсе не украинский, и, в принципе, ну, как бы и всё хорошо, что это мероприятие состоялось. Его такая риторика была у Ковалевского в посте. не-не-не, А, не бачу. Я бачыў, што вот, ну это ён о кажыце, сорі. да, пост был о том, что было внеочередное заседание ООН по поводу вот этого вот ситуации с автобусом, с детьми. Дрон там или не дрон, и вот это вот все. Ну, то есть, своим постом он стоял на позиции Рыбакова, который доказывал, что это был украинский дрон. Вот, так мы быстро переобуваемся, можете себе представить, что Ну, даже уже не стесняемся об этом в шаго ён соцсетях. пераабуваецца? Кавалевскі — это галімы агент, галімы вообще агент. Просто бывший дипломат, мать в России.
Меня возмутил его пост, как этот приехал к сыну, значит, сын в Америке учится, на выпускной к нему приехал. И, ну, меня больше еще возмутило, что он это выставляет, как бы, смотрите, люди, типа, как я люблю своего сына, как у нас, типа, все четко, на чем он зарабатывает. На беларускай теме зарабляют все гэтыя падофісныя, праофісныя кабанчукі, шмабанчукі. Вось. Это как бы, ну, Так, он для мяне кас ввогуле не никакой не палітык, не персона, просто прыстасаванец, якіх шмат. І я думаю, что ніколі такие в Беларусь не вернутся, потому что белорусы, которые там, просто им поотрывают поотрывают им сигареты со рта, поотрывают и выкинут, скажем. Костюкова же вообще не стесняется. Сначала писала программу для Тихановской по борьбе с режимом, а теперь вообще говорит, что там же режим наш родной, Беларуси. Не надо Ну, ничего с ним конечно. делать. Туда ж ее Он уже подружка наш там поехала в родной. деревню. Да, Подружка да. поехала в деревню. Как там ее не арестовали еще? Что они писали там: "Ой, вы там подняли кипиш, ее арестуют". Никто ее не арестует. И Костюгова, когда приедет, ее не арестуют. И Ковалевского не арестуют. И Лукашука не арестуют. Все они могут вернуться и будут там спокойно себе жить. Но им тут лучше, они тут больше зарабляют. Им Лукашенко столько грошей не даст, сколько Тихановская и Да-да. заходний мир им дает. Так, Конечно, это подружка Кристина Васина сначала, купила гранты на проекте "Гадание на смерть Лукашенко", ну получила грант на картах Таро. Потом успешно поехала в деревню, рекламирует, как же сейчас великолепно жить в деревне в да. белорусской. Так Просто она курочек замечательно все, да. там выращивает. Я думаю, что даже если Кабанов Мгм. сейчас к ней поедет туда, в компаньоны, то и Кабанова даже не заберут. Да, Кабанов тоже там Казарцев тоже там все сказ. рассказывает, как бедная Кристина страдала, а щас ей хорошо. А, Следующий тоже будет. так, тут вот, коммент мне нравится, но немножко не понимаю. Это мне напоминает, как Демсилы говорили: "Не волнуйтесь, пусть отбирают квартиры. Займемся потом вопросом и все вернем". В итоге вопрос сейчас поднимают совсем другие люди. Демсилам вообще пофиг. Им просто нужно было говорить, чтобы что-то говорить. И люди им верили. И люди в тюрьмах сидели и думали, что там за них все думают, все сделают. Ну, все это не так. Все гэта не так. Так, ну што, а вот, Новіков пішет: "Дзякую Алесе і Сергею за дапамогу і ўдзел у лёсе нашай сям'і". Сапраўды, Алеся і Сергей адны з першых адгукнуліся на сітуацыю. Пазней я агучу храналогію, стан па скарзе ў суд. Дзякую. Ну, я скажу, Олеся, і я скажу Андрэй, што я гэта раблю, я б гэта зрабіў бы для абсалютна любога чалавека, і мне там, ну, ты ж ведаеш, мы ж з табой там так знаёмыя там, так, і самае галоўнае гэта прынцыпы, сябры, это прынцыпы. Прынцыпы і дэмакратыя, за которую мы сядзелі, потому што з намі адбываецца зусім недэмакратычныя, незразумелыя рэчы. Вось гэта самае страшнае. Вось, і гэтага нельга дапусціць. Так, Андрей молодец, и это большой-большой пример тому, как надо отстаивать, свои интересы своей семьи, и бороться до конца, потому что, м, вот такие примеры, они, примеры для многих, потому что не все могут вот, рассказать свою историю. Я видела в комментариях, мне писали, что есть и другие такие истории, просто люди не могут, не знают, не имеют времени, возможностей, как это сделать, организовать. Если мы на одном примере покажем, что мы можем отстоять свои права, м, то это будет большой-большой задел на будущее. Для меня возмутительно, крайне возмутительно вообще вот это вот поведение, причем такое глупое поведение Вечорка, которое не играет ему вообще ну, ни в какой плюс. Он мог по-другому себя повести, даже если бы не хотел помогать. Ну, это глупейшее просто поведение. Вот, и это говорят люди, ну, которые помогают Андрею, когда он захочет, он сам озвучит все. Это его будет, такое, скажем, большое выступление, когда все закончится. Вот, мы обязательно это обсудим. Но для меня, я очень горжусь, что есть такие белорусы. И сейчас мы не будем говорить, у кого какой паспорт.
Вот, типа поведение человека, который настоящий белорус. Я Ну, желаю удачи, и если я чем-то буду где-то, возможно, смогу помочь, обязательно помогу вось Андрею. Да. от Андрея пришла абратачка. Я, Алеся, вывел ее на экран. Далучыліся да дапамогі ў асабістым парадку Марфа Рабкова, атрымаў ліст падтрымкі ад Бяляцкага, адгукнуўся пачобут. На сувязі камітэт супраць катаванняў у Беларусі здание. Ну, спадзяюся, што ўсё скончыцца добра і сябры, хто пападае ў цяжкія сітуацыі, звяртайцеся да мяне без усялякіх там, гэтых. І я дапамагаю ўсім, не то што там нейкі там знаёмым там чи незнаёмым. Вось, звяртайцеся і ўсёй талакой, ну, па крайней мере, ну, што я змагу падняць, пытанне, я гэта, зраблю. Удачи мы ожидаем Новикову. Оп, стоп, стоп, не то. Оп, оп. Ничего себе, я Олесю удалил. Олеся, ты меня слышишь? Да, да. Блин, Олеся, смотри, я, Я короче, слышу. удалил студию нечаянно, прикинь. Так, и тебя не могу вывести на экран сейчас. Слухай, слухайте, это добро, что у нас, ну, уже амаль как бы конец передачи. Алло, алло. Всё хорошо. Да-да-да, М, я слышу, Сергей, я Карацей, слышу. вас слышно, но, Олеся, я уже вас не обновлю, ваш видос. Не буду нават пытаться, Ничего потому что все страшного, равно все уже хорошо. конец. Уже конец. Мгм. Вось, зараз я яшчэ гляну. Ой, тут мне тут вот і данаты пашлі. Дзякуй, Оксана, дзякуй, Алес Стейн. Это Швейцария. Кстати, со Швейцарии мне прислали донат. Дзякуй. Так, Олеся, я сейчас М. гляну, что у нас тут по Мгм. комментарам. Если до вас ёсць пытанне яшчэ. Так, дзякуй. Так, ага, дзякуй за донат. Так, да, сядуць усе. Так, 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 так. Дзякуй, ставлю лайк. Швейцарии. Так, не могу, не могу найти ваш профиль у Фейсбуке. Карацей, Дмитрий, мой этот телеграм-канал есть у описании. Вось. Пишите мне, я вам скину Олесин профиль у Фейсбуке, окей? Так, я тоже думаю. Итак, так, ну что, тады, Олеся, давайте Мгм. развітаемся, вас уже не видеть, пожадайте всяго Да, добрага, я добро. яшчэ парочку слов скажу. Всем с Да, всем большое спасибо, кто пришел. Рада была, пообщаться. Сергей, спасибо большое за возможность. Их не так много нынче. Вот, всё, всем хорошего вечера и берегите себя. Ну, да пабачэння, Мгм, до дзякуй вам побачення. вялікі. Тады адключайцеся, я яшчэ немножко пагавару, каб ваш Мгм. мікрафон там не перабіваў. Сябры, значит, яшчэ, ну, жаль, што Алеся так знікла, бо дрэнна так будзе, калі яе не будзе. І это я хацеў яшчэ, абмеркаваць, так, нас 84 чалавека глядзіць. Учора, была падзея, значыць, віцэ-спікерамі коардынацыйнай рады, абяруць, Анаталя Міхнаўца і Яўгена Андрэйчыка. Прыкольна, што ў самом артыкуле было напісана, што выбары пачнуцца толькі вечарам, да. А яны ўжо ведаюць, каго, з прэцэдэнтаў, увазьмуць. Тут глядзіце, вось юрыст, значыць, Зянковіч, Андрэй Колас і ваяр знакаміты, Мар'еўскі. Вось, хачу вам сказаць, пра, Рокаша. Это Анатоль Міхнавец. Ён, чалец фундацыі ЦБС, про якую я зняў 2 фільмы. Адзін на польскай мове, адзін на, беларускай. Там у меня былі пытання па ягонай справаздачнасці. Я вам яшчэ нагадаю, што, Міхнавец связаны з Алінай Коўшык. Аліна Коўшык праз Белсат пастаянна, как бы просіць для ягонай фундацыі, каб людзі, выкарыстоўваючы рэсурс Белсата, дапамагалі, яму пры аплаце падаткаў, каб полтора адсотка отправляли яму. Я как бы, ну, не супраць, ну, отправляйте, ну, просто цікава, чаму вось і Белсат дапамагае этой фундацыі. Фундацыя насамрэч вельмі, незразумелая. Вось, ну и карацей, я в эту фундацию отправлял 2 письма, и отказу не получил. Но 1 мая встретил на мероприемстве
гаспадара Рокаша, Міхнаўца, ён же Рокаш. Вітаю, Сергій Віталійович. Дякую за рекламу. Ну, хорошо. Еще не проглядел все ролики. Напишу отказ. Шкода, что ты свой потенциал тратишь на обливание брудом. А яким брудом? Ну, мне на А каким брудом? Чекайте, а яким брудом? Я тебе отпишу публичный отказ, чтобы не было транс. Я вам написал на фундацию, на ЦБС, Это ты ж меня поставил на этот постер, я тебе напишу отказ. Все. Окей, дякую, дякую. Карацей, ніякога адказа ён мне не напісаў. Вось, і я згодна з польскім заканадаўствам напісаў воеводзе, значит, мазавецкага воеводства, што згодна заканадаўства, ну, мне б хацелася як блогеру даведацца, на што выдаткоўваюцца грошы, якія даюць яму польскія падаткаплатнікі, на тыя мэты, якія заяўлены ў адкрытых крыніцах ці не. Вось, ну, напісаў я гэта нядаўна, ну, проста паколькі, бачыце, ён 1 мая мне паабяцаў, што ён, значыць, што касаецца гэтага другога Жэні, гэтага Яўгена, Яўгена, яго ёсць ізраільскі пашпарт, што ён там будзе дзелаць у каардынацыйнай радзе, невядома. Ну, бачыце, гэта 21 год, фоточка. За все это время было сделано действительно очень многое, говорит он, ну, стоячы побач з Ціхановскай, бля. Я вот, шчыра кажучы, не ведаю, што ён там мог зрабіць. Может быць, тады грошы цяклі ракой у той момант на беларускую справу, што даже такі чувак нешта сябе адхапіў, апроч ізраільскага паспарта, у яго цікавай вельмі ёсць сторыс. Я за ім назіраў раней. Ён таксама звязаны з этой, з Коўшык, там на фотках тоже где-то на мерапрыемства ездзіў. Вось, працавал, бачыце, устаў он пасля мерапрыемства. Харошы хлопец, сімпатычны. Ну, наколькі ён патрэбны беларускай рэвалюцыі, не мне, канешне, судзіць. У нас есть франыкі, Светланы, Ковшыкі. Вось, но я просто думаю, что прикольно, что будет дальше с этими Женями, да, с этими Михновцами, якія скандалы нас будут чакаць надалей. Потому что фрукты, ну, просто запредельной красоты, запредельной вышыні. Сябры, Коршун снял новый видос. Вось, все просіць, каб падпісваліся на яго канал, бо ему трэба яшчэ 150 падпісантаў, каб ён пачаў рабіць новы дзікі праект. Ось, ну что-то медленно идет справа. Я говорю: Сярога, ёсць же эти прылады, просто ставишь на телефон, апгрэйд, і не трэба 1000 падпісантаў на этом. Ну, ён кажа: я працую шмат, там некалі разбірацца. Вось, я кажу: ну так, Сярога, ты калі блогер, то бросай працу, ну, ты шо? Люди ждут видосы, а у тебя ніякай рэгулярнасці няма, стабільнасці. Вось, так што, сябры, подписывайцеся, калі ласка, на канал Небеглы, глядзіце кіно, ставце лайки, распаўсюджвайце інфармацыю. Нармальнае пытанне ён падымае ў гэтым відосе. Вось, поспехам яму на працы, ён працуе, цяжка яму ў паездках, у камандыроўках, канешне, но зато ён атрымоўвае нармалёвую грошу з ЗУСам. А што такое грошы? Гэта свабода прастранства і капрызы. Я тоже вось зараз палушу права, сяду за руль і педаль в пол і паехал. Ось, ну, я так думаю. Ну, а можа і нет. Так, сябры, і яшчэ хацеў апошнюю навінку вам, значит, паказаць. Хачу заклікаць вас, каб вы, значыцца, падтрымалі свабодную, незалежную, как его, журналістыку у маёй асобе. Вось, і падпісаліся ў якасці спонсараў, сталі спонсарамі на YouTube канале. Вось, каб падпісаліся на Facebook на мой, там 5 злотых за месяц, на YouTube канале 3 злотых за месяц. Вось, такім чынам, ну, вам как бы незаўважна, а мне заўсёды будзе, ну,
якае вспамажэнне, да, і у меня будзе больше часу, каб я рабіў эфіры. На гэтым відосе спадар Малошка, который быў у мяне ў нядзелю на эфіры, дае расклады па фэйкавай партыі, па папяровай партыі Лябедзькі. Вось, і гэта чыста эксклюзіўны матэрыял, які я публікую на Патрыёне, также ёсць Патрыён і на спонсарском этом Ютубе. Так што подписывайцеся, калі ласка. Вось, ну і можете пачаставаць мяне там кавай. Таксама ёсць у апісанні. За гэта вам всім, конечно, вялікі дзякуй. І дзякуй за донаты, дзякуй за то, што вы меня падтрымліваеце. Мне сапраўды гэта вельмі важна і вельмі істотна. Так, сколькі яму гадкоў? Там, 21 ему 10 зараз 27. Так, ну, слушайте, друзья, ніколі не падтрымліваю антынацыянальных выказванняў, шчыра вам кажу. Нет дрэнных нацыянальнасцяў 100%. И у меня есть там свои травмы там от знаёмства с людзьмі з усхода, но гэта не значыць, што все яны там дрэнныя. Людзі ёсць розныя. Вось. А прикорытники ничего нам не должны. И кроме финансов, полученных у Европы, так, ничего нам, кроме финансов, да, я тоже с вами сгоден, Корлеоне. Так, никто от них любви не ищет. Так я об этом и говорю. Все хрюши. Так, сябры, ну что, так, пиво по акции успел купить. Сябры, пиво, а что, какая акция? Еще пока что пиво ж по акциям в субботу и в пятницу. Вот, так что покуль что нет. Покуль что нет. Еще раз забегаем сюда. Так, офис Брухан Зазулинская перешли в глухую. Так, это мы уже Андрея разглядали. Подарыня Олеся, создавайте. Так, вы поняли, да, Дмитрий? Пишите мне. Дякую за подтримку. Дякую за подтримку 20 злотых. Пишите мне у этот. И я с вас с Олесей сведу. Короче, я ее набирал по-русски, она не набирается, набираешь по-латински, набирается. Вот. Казарцев переобулся, он просто одел на лапти американские кроссовки и вышиванку. Так, я Ковалевского давно уже раскрыл. Сябры, яшчэ раз усім дзякуй вялікі за донаты, дзякуй за актыўнасць, дзякуй за тое, што вы ёсць. На гэтым я с вами сёння развітваюся. Спадзяюся, што ваши эфиры, наши эфиры сумесныя вам падабаюцца, і мы будзем сустракацца яшчэ. Усім беларусам, якія ваююць у ЗСУ, якія адстойваюць нашу свободу Беларуси, я жадаю повернуться домой. Усім украинцам, которые змагаюцца с навалай российской, я жадаю перамоги и усім жадаю вернуться домой. Украинцы показывают, что яны могутные вояры, могутная волелюбивая нация, якія вельмі крутые. И белорусы, якія разом з імі таксама показывают, что белорусы таксама годныя. Дзякуй вам вялікі, што вы вальчыце за нас усіх. Усім вам перамогі. Жыве Беларусь, слава Украіне. Божа храні Амерыку і нех жыве Польска. Да пятніцы. I am waiting for a bus at the end of the night on the street lamp, flamed by the light. I'm going away, gone away, I'm gone away, and the sun gonna shine a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold, blooming flowers as much as I can hold.